День народного единства и столетие Великого Октября. В городе проходят праздничные мероприятия. Прошли огонь, воду и медные трубы. 30 лет исполняются клубу «Фронтовые подруги». Личный пример ученикам подали педагоги. В детской художественной школе открылась необычная выставка. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей. Студия Ляна Кириллова. Здравствуйте. 4 ноября Россия отметит День народного единства. Он занимает особое место среди государственных праздников современной России и связан с событиями 1612 года, подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Также в эти дни страна отмечает столетие Великой Октябрьской революции. Об этих знаменательных датах шла речь во время торжественного собрания под названием «Мое советское время». Мероприятие прошло в Сибайском колледже искусств. 4 ноября – дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. Общие цели объединили почти 4 века назад россиян, вставших на защиту независимости своей страны. И сегодня также велико единое стремление людей преодолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее развитие и процветание государства. Именно поэтому этой дате уделяется особое внимание, и везде по стране проходят масштабные мероприятия. Между тем, в умах и сердцах старшего поколения ноябрьский праздник – это День Великой Октябрьской революции, крупнейшего политического события 20 века, произошедшего в России 7 ноября 1917 года и повлиявшего в целом на дальнейший ход истории. Накануне знаменательных дат в зале колледжа искусств собрались руководители предприятий и организаций, активные горожане, общественники, ветераны, чтобы всем вместе вспомнить славную историю страны и отдать дань уважения героям. Гостей поприветствовал исполняющий обязанности главы городского округа Айнур Идрисов. Разрешите поздравить всех с вековым юбилеем Великого Октября, с наступающим государственным праздником современной России, Днем народного единства. Безусловно, Октябрьская революция, свершившаяся 25-26 октября 1917 года, 7-8 ноября по новому стилю, навсегда останется одним из важнейших и величественных событий 20 века. При всем расхождении взглядов на события столетней давности невозможно отрицать тот факт, что попытка построения на земле общества на принципах равенства и справедливости решающим образом изменила пути исторического развития российского государства. В этот праздничный день особо отличившимся были вручены почетные грамоты Совета и администрации городского округа. 4 ноября берет свое начало с подвига Минина и Пожарского. Движение Минина и Пожарского уникально тем, что оно без участия власти спасло страну от полного развала. Именно единство народа освободило Москву от врага. А потому историки, политологи, цивилисты этот день по праву называют Днем народного единства. Ну а Октябрьская социалистическая революция стала преддверием государственного строительства, позволившего обеспечить Россию, а с 30 декабря 1922 года Союзу Советских Социалистических Республик невиданные ранее темпы роста экономики, науки, промышленности и сельского хозяйства. Основы социалистического строя начали закладываться буквально с первых дней Великого Октября. Были приняты Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и Декларация прав народов России. Реализация декрета о земле удовлетворила многовековые чаяния крестьян, получивших землю бесплатно. А на заводах и фабриках был введен рабочий контроль, введен 8-часовой рабочий день, оплачиваемые отпуска, больничные, то есть то, чего не было ни у кого и нигде в то время, и то, чем пользуемся сегодня и мы. Российские парламентарии, которые 12 лет назад перенесли выходной день 7 ноября на 4, во многом руководствовались тем, что возвращают страну к старой, некогда укрепившейся традиции. Правда, новый праздник получил светское обоснование. Напоминать он должен прежде всего о героической странице русской истории. Страна не должна забывать своих героев, сражавшихся за мирную жизнь и независимость. Память о них вечна. Ляна Кириллова, Айгуль Хамитов, Руслан Кравцов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Объединяет не только праздник, но и искусство. В Башкортостане близится грандиозное культурное событие года – Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2017». В рамках этой акции городской историко-краеведческий музей готовит обширную программу для жителей города.
Выходные должны пройти с пользой. Для этого в городском музее созданы условия для проведения интересного семейного досуга под девизом «Искусство объединяет». В рамках всероссийской культурной акции «Ночь искусств-2017» городской музей приглашает горожан, гостей города с семьями и друзьями принять участие в розыгрышах и викторинах. Вы также увидите знаменитых артистов Сибайского театра в нашем музее. Для того, чтобы скрасить свой досуг и получить полезной информации, будут организованы мастер-классы Центром народной культуры и досуга, Центральной библиотечной системой. Кто желает, сможет приобрести себе книжную литературу издательства «Китап», а также мы будем чествовать победителей культурной акции «Кто куда, мы в музей», а также фотоконкурса «Мне охота на фото-охоту». Будем ждать всех на это культурное событие, самое яркое культурное событие этого года. Еще о музее «Зал боевой славы» обогатился новым стендом, посвященным деятельности военно-патриотического клуба «Фронтовые подруги». В честь 30-летия со дня основания клуба при инициативе городской администрации, отдела образования и отдела культуры в стенах Сибайского историко-краеведческого музея прошло торжественное чествование членов объединения. Образование клуба «Фронтовые подруги» берет свое начало в далеком 1987 году. Бессменным руководителем и организатором клуба по сей день является Наталья Васильевна Кадакова. Тогда, 30 лет назад, в объединение вступили 65 женщин, участниц Великой Отечественной войны из нашего города, которые наряду с мужчинами защищали страну. Сегодня их осталось всего 6. В честь 30-летия со дня основания клуба «Фронтовые подруги» в зале боевой славы городского историко-краеведческого музея был открыт новый стенд. Его презентация состоялась в начале встречи участниц клуба и представителей общественности Сибая. Большая часть информации и фотоматериалы были переданы музею из личных архивов женщин-фронтовичек, а также из архива самого клуба, который на протяжении всех 30 лет собирала руководитель «Фронтовых подруг» Наталья Кадакова. Конечно же, большую роль сыграла сама Наталья Васильевна, потому как у нее действительно накоплен большой материал. Это ее личный архив, получается, о клубе, о ее деятельности, ее черновики, рукописи, которые она каждый год приносила в музей, сдавала в архив, так скажем, фотоматериалы, фотографии с тех или иных поездок. Они хранятся также в музее. Некоторые документы были в музее принесены родственниками или самими ветеранами в более ранний период. К сожалению, не всех документы есть. Можно сказать, что работа по сбору документов о ветеранах нашего города и о женщинах-фронтовиках, и о мужчинах, которые воевали на фронте, у нас продолжается. В выставочном зале прошла торжественная часть мероприятия. Со словами благодарности к фронтовичкам выступили представители администрации города, молодежного парламента и дружественных клубов общественных и муниципальных организаций. Благодарственные письма от имени главы Сибая за активное участие в жизни города и военно-патриотический вклад в воспитание подрастающего поколения были вручены участницам клуба и всем, кто поддерживает и помогает в работе фронтовым подругам. Наталья Васильевна, как незаурядный человек, энтузиаст своего дела, она прежде всего объединила этих женщин в одну большую, крепкую, дружную семью для того, чтобы они смогли уделять времени себе, своим друзьям, близким, то есть сделать круг общения дружеским, товарищеским, делиться где-то бедами, где-то радостями и украшать свой досуг. Ну и, конечно же, вторая часть или вторая цель этого клуба – это прежде всего то, что они хотели своим примером, своими подвигами простого солдата. Да, мы видим, что они были представителями разных военных профессий, так скажем, говорили о войне подрастающему поколению. То есть с поры своего основания, с момента основания, они ведут действительно большую патриотическую работу. А мы с тобой, брат, из пехоты,
а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Свадеб и разводов стало больше. Городской отдел ЗАГС подвел итоги 10 месяцев и сравнил их с аналогичным периодом прошлого года. Так, в 2017-м были зарегистрировано 365 актов о заключении брака, что на 19 больше прошлогодних показателей. Разводов зафиксировано 225, это плюс 3 к уровню прошлого года. Также зарегистрировано 653 акта о рождении и 100 актов об установлении отцовства. Упорядочить сведения о записях актов гражданского состояния и повысить качество услуг, оказываемых в этой сфере, поможет единый государственный реестр записи, оператором которого является Федеральная налоговая служба России. Реестр будет введен в эксплуатацию с 1 января 2018 года. Сейчас из-за установки программы возникли временные сложности в работе. Подробнее в интервью заведующей отделом ЗАГС нашего города Айгуль Бухарбаевой. С начала 2018 года на территории всей Российской Федерации и во всех отделах ЗАГС нашей страны планируется начать работать в новой программе с длинным названием «Федеральная государственная информационная система ведения единого государственного реестра записи актов гражданского состояния», сокращенно ВГИС ЕГР ЗАГС. За октябрь месяц все отделы ЗАГС нашей республики были обеспечены новыми компьютерами ПАК и индивидуальными смарт-картами доступа. В рамках подготовки к внедрению в промышленную эксплуатацию данной программы ВГИС ЕГР ЗАГС, проводимого в исполнении совместного распоряжения Федеральной налоговой службы России и Министерства юстиции России, в настоящее время проводится второй этап нагрузочного тестирования с участием реальных пользователей, то есть отделов ЗАГС. Что это значит? Это значит, что практически в любой день по приказу Москвы на 2-3 часа производится нагрузочное тестирование во всех отделах ЗАГС одновременно в нескольких регионах страны. На период проведения тестирования прием граждан не осуществляется. К примеру, на прошлой неделе из 5 рабочих дней 3 дня мы работали в таком режиме. В связи с вышеизложенным обращаемся к нашим горожанам и гостям самого лучшего города в мире Сибая быть более терпеливыми, понять нас и простить, ведь все когда-нибудь заканчивается. Вместе с вашей помощью мы добьемся выполнения тех задач, которые поставило перед нами наше государство. Не только теоретики, но еще и практики. Под этим неофициальным девизом на базе детской художественной школы стартовала выставка выпускников Башкирского государственного педагогического университета Уфы и Магнитогорского государственного университета, которые сегодня творят и воспитывают в нашем городе новое поколение художников. Ринат Музафаров побывал на торжественном открытии выставки и попытался разобраться, чем же так заразителен личный пример. Размашистые пейзажные картины, искусная резьба по дереву, изящная и невесомая роспись по шелку. Каждая работа, представленная в выставочном зале детской художественной школы, отличается совершенно особым мастерством исполнения. Открытию данной выставки предшествовала сборная экспозиция на базе БГПУ имени Акмулы, которая объединила выпускников художественно-графического факультета. Позднее руководством Сибайской художественной школы было принято решение о демонстрации работ в стенах своего учебного заведения. Тогда к выпускникам БГПУ присоединились и выпускники ныне ликвидированного Магнитогорского государственного университета. Я думаю, что наших педагогов, наших коллег, это, значит, преподаватели художественной школы и колледжа искусств знают во всем городе, но только как педагогов. А здесь они уже раскрыли совершенно с другой стороны. И, наверное, детям, студентам, которые сегодня будут на открытии, будет очень приятно и удивительно увидеть своих наставников совершенно с другой точки. Ученики, родители и коллеги знают исполнителей данных работ как тех, кто способен пробудить талант в юной душе, разбудить жажду творчества в своих учениках.
Но зажигать сердца способны только люди, совершенствующиеся сами, развивающиеся и как художники, и как педагоги. Флюр Акчурин, преподаватель компьютерной графики детской художественной школы, подчеркивает, что невозможно учить ребенка творчеству, не будучи творцом самому. Сегодня воспитанники Флюра Рафиковича получили возможность открыть таланты своего педагога в совершенно новом качестве. Технология флорентийской мозаики, где, скажем, каждая деталька, индивидуально каждого уже все это идеально подгоняется. Студентам будет полезно видеть, что, скажем, их преподаватели проявляют себя творчески, как-то продолжают вот это. Что они не только теоретики. Да, теоретики, ну и практики, да. Красота, как было подчеркнуто организаторами выставки, способна к врачеванию души. И это особенно важно в современное полное тревог время. У художника особое видение мира. И пусть считается, что этому нельзя научить, ибо оно дается свыше, зато можно развить. И побуждение к творчеству через личный пример является одним из лучших педагогических приемов. Выставка очень понравилась. Очень красивые картины. Вдохновляют на новые идеи. Теперь мы знаем, какие у наших преподавателей картины. В завершении торжественного мероприятия коллеги и ученики пожелали педагогам процветания их таланта и новых интересных идей. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди 3 выходных дня. Я желаю вам провести их плодотворно и с пользой. На этом все. Удачи и всего доброго.